Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе. У правительства Абхазии новый руководитель Валерий Бганба назначен премьер-министром. Впервые за всю историю Абхазии Нацбанк объявил о выпуске в обращение памятной банкноты. Кавказ в исторических процессах 20-21 веков. В Сухуми начала работу международная научная конференция. Мы продолжаем рубрику «В эти дни 25 лет назад», посвященную победному сентябрьскому наступлению в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В эти дни бойцы абхазской армии развивали успешное наступление. На третий день наступления наши бойцы уже освободили Бырцху, а также населенные пункты Илекухоны и Верхний Киласур, села Одыш и Верхняя Линда. Абхазские отряды освободили развилку Одыш-Гварда. 18 сентября подразделения абхазской армии вышли в Ачадарской железнодорожной платформе к посту ГАИ и захватили штаб противника, располагавшийся в частном доме. На Восточном фронте освобождено село Адзюбжа. Наступление на обоих фронтах успешно развивается. Валерий Бганба назначен премьер-министром Абхазии. Президент республики Рауль Хаджимба подписал соответствующий указ. И сегодня же президент представил нового главу правительства Валерия Бганба Кабинету министров. В начале встречи президент и члены правительства почтили память Геннадия Леонидовича Гагулия минутой молчания. Как отметил Рауль Хаджимба, сложившаяся ситуация требует быстрых и радикальных шагов. Та ситуация, которая сложилась в связи с трагической гибелью Геннадия Леонидовича Гагулия, конечно, это боль. Это очень серьезная проблема, которая изменила, к сожалению, многие поставленные задачи, которые должны были начать мы уже в ближайшее время решать. Но ситуация требует быстрых и радикальных шагов. Поэтому мной подписан указ о назначении руководителем Кабинета министров Валерия Рамшуховича Бганба, человека, которого все знают. И не сомневаюсь в том, что его знания и опыт будут использованы для того, чтобы в полном объеме сформировать наши бюджетные процессы, которые нам необходимо, как и положено по закону, представить в парламент в соответствующее время. Ну и вопросы, связанные с темой дальнейшего сотрудничества с российской стороной по инвестпрограмме. Премьер-министр Валерий Бганба выразил уверенность, что совместными усилиями коллектив Кабинета министров сумеет добиться выполнения поставленных президентом задач. Здесь нет ни одного человека, наверное, с которым я и по жизни, и по работе не был знаком, поэтому я думаю, что нам гораздо легче будет найти общий язык в работе и работу сразу начать, не останавливаясь. Я всю жизнь работал на дружеских, товарищеских, доверчивых отношениях, я это уже от вас спрошу. Работы очень много, к нам очень много требований, и мы этим требованиям должны соответствовать, если мы хотим действительно строить наше государство таким, каким мы мечтаем. Не сомневаюсь, что мы все вместе дружно сможем выполнить те задачи, которые перед нами стоят. Валерий Бганба – государственный деятель Абхазии, не новичок в политической и общественной жизни страны. С 2002 по 2006 годы руководил Гагарским районом. С 2007 по март 2012 года являлся депутатом парламента. 3 апреля 2012 года уже в парламенте 5
20-го созыва Валерий Бганба был избран спикером Народного собрания. 31 мая 2014 года он стал исполняющим обязанности президента страны. В 2011 году Валерий Бганба был награжден орденом Ахтзапша второй степени за большой вклад в становление и укрепление абхазской государственности, совершенствование законодательства страны. Согласно указу президента Рауля Хаджимба, премьер-министру Валерию Бганба необходимо представить в установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу Кабинета министров. Членам правительства поручено продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Кабинета министров. Впервые за всю историю Абхазии в нашей стране выпускается банкнота. Национальный банк Абхазии объявил о выпуске памятной банкноты Владислава Ардзинба номиналом 500 апсар – 5000 рублей, посвященной 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владислава Ардзинба. На заднем плане изображены абхазские воины, поднимающие знамя победы. На оборотной стороне банкноты изображена карта Абхазии, а также силуэт архитектурного комплекса столицы Абхазии на фоне символической крепостной башни с государственным гербом Абхазии и надпись на абхазском языке «Нагдзара Аксайд Апсанра». Дата ввода банкноты в обращение – 29 сентября. Размер купюры 150 на 65 мм, тираж 10 тысяч штук. Банкнота выполнена в коричнево-зеленых тонах, изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета. Художники банкноты – Батал Джапуа, Тимур Кайтан. Приобрести банкноту можно в коммерческих банках Абхазии с 30 сентября. Как мы все знаем, в этом году в Абхазии грандиозное праздничное событие. Мы с вами будем отмечать 25-летие победы народа Абхазии в Отечественной войне. Это очень важная дата в истории современной Абхазии. И в этой связи Национальный банк хотел бы приурочить к этому событию выпуск одной памятной монеты 25 лет победы и впервые в истории нашей страны памятной банкноты. Учитывая, что она первая банкнота, безусловно, она будет пользоваться, как мы уже видим, большим спросом не только со стороны коллекционеров и нумизматов, но и со стороны наших граждан. Старт реализации этих банкнот мы планируем 30 сентября, в день праздника. Реализация этой банкноты во многом благодаря поддержке парламента, который в ускоренном порядке внес поправки в закон о памятных монетах, который позволил Банку Абхазии имитировать также и банкноту, за что мы выражаем благодарность, а также госзнаку Российской Федерации. Это наши партнеры, у которых мы всегда имитируем наши памятные монеты. В Сухуми открылась международная научная конференция «Кавказ в исторических процессах 20-21 веков», посвященная 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и десятилетию международно-правового признания Республики Абхазия. В пленарном заседании конференции принял участие спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварча. Ирина Аршба расскажет подробности первого дня научного форума. Международная конференция «Кавказ в исторических процессах 20-21 веков» собрала немало ученых из России, Белоруссии и Южной Осетии. Историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Майкопа, Махачкалы, Владикавказа, Минска и Цхинвала подготовили интересные доклады, темы которых актуальны для всех республик Кавказа. Среди них восстановление национальной государственности карачаевского народа после возвращения из депортации 1943-1957 годов, Северный Кавказ и Тау-Арты, история социокультурных отношений абхазов и карачаевцев и другие. Главная тема конференции, конечно же, Отечественная война народа Абхазии. Анализ политической ситуации, сложившейся после развала СССР, историко-юридические причины войны, а также роль добровольцев и различных общественно-политических организаций в достижении цели в центре внимания ученых. Участников конференции приветствовал президент Рауль Хаджимба. Письмо главы государства зачитал заместитель руководителя администрации президента Гиви Габни. Мы будем всеми мерами способствовать расширению сотрудничества деятелей нашей отечественной науки с учеными ближнего и дальнего зарубежья. К нам приехали люди, обладающие уникальным исследовательским опытом, пользующиеся заслуженной репутацией в ведущих научных центрах России и за ее пределами. Уверен, что обмен мнениями и взглядами по различным проблемам кавказоведения
и другим приоритетным направлениям развития современной науки даст дополнительный импульс вашим плодотворным творческим изысканиям. О праве народа на самоопределение, о политике двойных стандартов и о том, что необходимо для создания новых государств, говорил в своем докладе доктор исторических наук Аслан Абицба. Абхазия не стремилась к повышению своего статуса в рамках СССР в обход существовавших на тот момент политических законов и актов, считает ученый. Распад Советского Союза послужил появлению новых реалий. К моменту принятия Грузии в ООН она не имела государственно-правовых отношений с Абхазией. Следовательно, признание ООН Грузии в пределах границ бывшей Грузинской ССР было лишено правовых оснований. Но это обстоятельство тогда не могло быть объектом рассмотрения мировыми игроками. Кроме всеобщей эйфории по поводу исчезновения СССР, что способствовало параду признаний бывших его республик, здесь возымел действие и фактор Шеварднадзе. Многие политические деятели того времени поддерживали с ним дружеские отношения, что в подобных ситуациях имеет немаловажное значение. Во многом именно поддержка и признание международного сообщества подтолкнуло нелегитимное руководство Грузии к агрессии против Абхазии 14 августа 1992 года. Отечественная война народа Абхазии в 1992-1993 годах была развязана во многом из-за политики тогдашних руководителей России Бориса Ельцина и Андрея Козырева. Об этом и о том, как стало возможным признание Российской Федерации независимости Республики Абхазия, был доклад президента Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Владимира Захарова. В февральские дни 2007 года выступление президента Путина в Мюнхене стало для российской внешней политики поворотным моментом и источником переоценки ценностей в международных отношениях. С одной стороны, это прозвучало как необходимость признать право России проводить собственную независимую внешнюю политику в рамках международного права и уважение суверенных прав других государств, отказавшихся от соглашения с Западом политики, которую проводил Ельцин и тогдашний глава российского МИДа Козырев. Ну, вы все помните его появление здесь, и мне много рассказывали о том позоре, который произошел на набережной Сухума. Этот человек, по сути дела, предатель России. Конференция будет проходить 3 дня, в течение которых ученые будут работать в 4 секциях. Участники международного форума заслушают и обсудят более 70 докладов. Ирина Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Сегодня в Музей боевой славы имени Владислава Арзенба была передана на хранение копия Знамени Победы, оригинал которого был водружен на государственной границе по реке Ингур 30 сентября 1993 года. Оригинал знамени находится в Министерстве обороны Абхазии. На торжественной церемонии передачи знамени присутствовали 5 из 6 членов экипажа БМП «Зверобой» и 99-й, которые установили государственный флаг Абхазии 30 сентября 1993 года на границе по реке Ингур. По словам директора музея Мзиебея, сегодняшнего события сотрудники музея ждали 4 года. Здесь на флагшток повешено этот флаг. Это знамя, которое так дорого нашему сердцу, который благословлял нас на подвиге. Флаг, который вел нас вперед в самые трудные времена нашей истории испокон веков. И одним из главных экспонатов нашего музея теперь отныне будет являться именно этот флаг. Он будет храниться здесь, на этом месте, в Зале Победы, в стеклянной витрине, специально готовящейся для этого экспоната. Несколько месяцев назад глава администрации города Сухум Адгур Харазия в ответ на просьбу Ассоциации инвасодействия принял решение перенести управление социального обеспечения столицы в другое здание, более удобное и безопасное для пенсионеров и для людей с ограниченными возможностями развития. Ремонт помещения, который проводился на средства столичного бюджета, завершен. Осталось только завести оборудование и мебель. Рената Шакая одной из первых вошла в отремонтированное помещение горсобеса.
До конца года Управление социального обеспечения столичной администрации перейдет в новое помещение, более удобное и безопасное для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Управление расположено на первом этаже здания. Здесь нет высоких лестниц. Предусмотрены пандусы, широкие дверные проемы без порогов. Изначально сумма, заложенная в ремонтно-восстановительные работы, составляла 9 миллионов рублей. Со слов начальника управления Горстрой столичной администрации Тимура Агарба, в ходе работ сумма была увеличена для приобретения оборудования и мебели. Основная смета составляла 9 миллионов 800 тысяч рублей. В ходе работ главой администрации было принято решение о дополнительных работах. Это дополнительные помещения, установка кондиционеров, решеток. Общая сметная стоимость работ составляет 12 миллионов рублей. Работы были начаты в мае. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы завершены. Готовится акт приема передачи данных помещений Управлению социального обеспечения города Сухум. По плану проекта большой зал, который около 250 квадратных метров, разделен перегородкой и служит приемной и архивом Совбеза. Здесь также 9 кабинетов, широкий просторный коридор и 3 туалетные комнаты, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Все помещение занимает около 800 квадратных метров. В новом здании установлена система электронного учета, что позволит людям дожидаться своей очереди в комфортных условиях. В этом здании также располагается управление образования города и очно-заочная школа. Но для Совбеза отдельный вход со стороны улицы Дбар. Благодаря администрации можно сказать, что данный объект был полностью отремонтирован. Благодаря Тимуру Михайловичу объект был полностью оснащен и подготовлен для проведения нашей работы. Сделан отдельный вход, подведен определенный пандус для удобства инвалидов, попадания внутрь. Заказаны новые архивные стеллажи для архива, для удобства работы архивариуса. Также заказано очень много офисной мебели. Будут установлены в коридорах банкетки для ожидания наших граждан своей очереди. Также я хотела бы здесь обязательно вам сказать, что для всей республики это является новшеством. Ввели это именно со столицы. Будет введена электронная очередь, что намного облегчает работу наших инспекторов, наших сотрудников. И также это будет очень комфортно для наших граждан, которые будут приходить в определенный момент времени, их будет уже ждать инспектор и не будет создавать какой-то определенный дискомфорт или неудобства для самих же граждан. Все послевоенные годы Управление социального обеспечения столичной администрации по улице Имама Шамиля доставляло массу неудобств жителям города. Во-первых, из-за его расположения, а также тем, что там не было никаких условий, чтобы пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могли добраться до нужного им кабинета. К примеру, в старом помещении Управления социального обеспечения столичной администрации, не говоря уже о высоких ступеньках, коридоры такие узкие, что и молодой человек долго не простоит в обычной очереди. Теперь все эти неудобства уже в прошлом. Пенсионеров свыше 10 тысяч на сегодняшний день по городу Сухум. По истечению почти 9 месяцев этого года на 600 человек была увеличена рождаемость в городе. То количество многодетных семей, которые прибавились в этом году, пока год еще даже не закончился. Также в этом году хотелось бы отметить, что инвалиды нашей войны первой группы, как получали пенсию 10 тысяч, идет надбавка с июля месяца еще 10 тысяч. То есть они уже будут, инвалиды первой группы будут получать 20 тысяч, это как 10 пенсию и 10 пособия. Учитывая, что наши зарплаты на сегодняшний день составляют 10-11 тысяч, там местами даже 5-6 тысяч, такая надбавка к пенсии является таким существенным моментом, существенной поправкой для жизни в целом. Как обещают специалисты, к тому времени, когда начнется следующая перерегистрация, всю эту процедуру пожилые люди будут проходить в новом современном помещении, в котором созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Александр Чернов, Абхазское телевидение. Подача электроэнергии в Гулрипском районе восстановлена. Как сообщает пресс-служба Черноморэнерго, работы продолжались практически в течение 3 дней до поздней ночи, несмотря на сложные погодные условия. Еще 16 сентября удалось восстановить работу части поврежденного фидера. Однако проводить работы в другой части было невозможно, так как поломка пришлась на участок линии, который находился в болотистой местности, и по этой причине не представлялось возможным использование спецтехники. Таким образом, специалисты
Специалисты Черноморэнерго приняли решение построить новый участок линии электропередачи, чтобы обойти болотистую местность. Примерно за 12 часов удалось отстроить новую линию длиной 800 метров. Было израсходовано 2400 метров провода. РУП Черноморэнерго выражает благодарность всем абонентам, которые проявили терпение и с пониманием отнеслись к сложившейся непростой ситуации. Сотрудники МЧС Абхазии на вертолете доставили пострадавшего из горного села Псху в республиканскую больницу. Об этом материал пресс-службы спасательного ведомства страны. Рано утром оперативная группа пожарно-спасательного отряда по городу Сухум и Сухумскому району экстренно вылетела в высокогорное село Псху. Вячеслав Кучеренко, 99-го года рождения, сорвался в расщелину, вследствие чего произошел закрытый перелом ноги, была сломана челюсть, получены множественные ушибы. Несмотря на это, Кучеренко самостоятельно выбрался из расщелины. Его обнаружили сельчане и сотрудники пожарно-спасательного поста, расположенного непосредственно в селе Псху. Для транспортировки пострадавшего был вызван вертолет. Спасатели из Сухума оперативно прибыли на место происшествия, погрузили пострадавшего на борт и направились в столицу. По дороге пострадавшего обезболили. Вертолет приземлился непосредственно у республиканской больницы, где Кучеренко был передан врачам. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.